Трудовая этика в Абхазии «Я и моя работа» стала пятой темой соцопроса лаборатории социологических исследований при Центре науки и образования МГУ при АГУ. В результате почти 70% участников социологического исследования, проведенного учеными, дали положительную оценку текущему положению дел в стране. 14% недовольны, 12,3% затруднились с ответом, 4,2% опрашиваемых оценили ситуацию негативно. Также жители Абхазии выразили и свое отношение к работе. Люди, готовые предпочесть большее количество свободного времени при меньшем доходе, составляют лишь 11,8%. Это указывает на то, что культура свободного времени пока не является массовой ценностью. Экономическая и социальная стабильность важнее. Вообще многие исследователи, вообще многие ученые говорят, что культурные факторы в развитии страны очень важны. И отношение к труду тоже, и культурное вот такое отношение. Что это значит? Понимаете, были известные ученые, которые говорили, что почему одни страны очень успешные, а другие нет. И здесь, подчеркиваю, традиция, культура, нрав, обычаи играют очень важную роль. Потому что, вы знаете, одно дело, когда Абхазия, если бы находилась где-то в северном регионе, другое дело, это где мы находимся на юге, в субтропическом регионе, это говорит о том, что у нас другое отношение к труду, трудолюбию. Потому что, знаете, эта география, климат иногда очень важно вот, в качестве мотивации к труду. И вот, понимаете, показали наши исследования, что мы опрашивали около 600 человек, респондентов было, говорят о том, что один из самых важных факторов в успешности страны считается вот такое отношение, высокое отношение, этическое отношение к труду. Это первое. А еще второе, очень важное, есть, кстати, и такая цифра, которая вообще не хотят ничего слышать о труде. Это около 4%. Это такая цифра, которая имеет место во многих странах. Это говорит о том, что все-таки вот этот миф, который сложился, предрассудки, которые имеют место в абхазском обществе, они несостоятельны. Согласно опросу, для большинства респондентов работа – способ обеспечить базовые жизненные потребности и стабильность. Для 27% из общего числа опрашиваемых работа – необходимость обеспечить семью. Для 26% – необходимость обеспечивать себя. 17% опрашиваемых видят в работе источник средств для удовлетворения личных нужд. Более 14% – инструмент для самореализации и осуществления собственных планов. 51% респондентов называют деньги одной из основ социального авторитета. 59% убеждены, что наличие дома, земли или квартиры символизирует устойчивость, самостоятельность и ответственность. Так считает от 61 до 67% респондентов. А какие факторы вообще считают в абхазском обществе, чтобы сложилось вот такой статус уважаемого человека? И на первом месте ставит, между прочим, трудолюбие. А затем идет образование. И очень важным считают, кстати, и личные связи, между прочим. Даже считают очень важным даже власть и деньги. Но подчеркивали всегда наши респонденты, если это сопровождается личной порядочностью. Понимаете? Так что деньги важны, и связи личные на Кавказе важны, у нас в Абхазии, но в то же время необходимо, понимаете, вот этот фактор трудолюбия, которое имело место столетиями в нашем, которое сложилось, оно имеет место в Абхазии. И потому, когда говорят, что абхазцы не очень-то трудолюбивы, не верьте, это неправда. У нас просто другой ритм жизни, ритм труда другое и отношение к труду другое. И потому это у каждого народа, кстати говоря. Лаборатория социологических исследований при Центре науки и образования Московского государственного университета при Абхазском государственном университете была создана весной этого года. За это время удалось провести важные социологические опросы практически во всех районах республики на такие темы, как социально-экономическое развитие Абхазии, 7 чудес Абхазии, рейтинг исторических достопримечательностей в стране, молодежные организации, реальности и ожидания, экология, культурное наследие. Мы охватываем все районы. Все районы. Значит, такие методы во-первых, мы проводим у нас в лаборатории, мы привлекаем студентов, они занимаются опросом, интервьюированием. Это первый метод, который мы используем. Второе, мы проводим так называемые фокус-группы. Мы почти охватили все районы. Это второе, так называемое глубокое интервью.
вот, глубокое исследование. А потом мы это все вот, обрабатываем, анализируем, и вот как раз мы после всего этого мы издаем аналитический отчет. Так что используем основные методы социсследования, которые имеют место. Потому что, понимаете, одно дело вот взять телефон, позвонить там 3, 4, 5, 10 человек, а другое дело вот заняться глубинным исследованием нашего общества. Это очень важно, потому что выводы, они очень интересны и будут полезны. Я думаю, что и наши власти, и вообще, кто занимается, интересуется абхазским обществом. Чтобы страна была успешной, надо знать свою страну, свое общество. В планах у специалистов лаборатории провести социологический опрос на тему криминогенной ситуации в Абхазии, сделать более подробный анализ молодежной аудитории страны, затронуть и другие важные вопросы. Все исследования публикуются в виде брошюр, а точнее аналитических отчетов, которые впоследствии выльются в большое издание. Также у соцлаборатории есть свой телеграм-канал «Социс-Агу», где можно ознакомиться со всеми исследованиями специалистов. Гугуца Вардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.